Шумная техника и рабочие, которые трудятся, не покладая рук, чтобы будущий парк стал настоящей гордостью не только для жителей Магаса, но и для всей республики. Строительство объекта начали в конце июня этого года, и почти все основные работы уже позади. Но несмотря на соблюдение графика реализации проекта по просьбе администрации города Магас, в сентябре этого года была выделена еще дополнительная техника и привлечено больше рабочих. По словам представителя строительной фирмы Руслана Бадиева, они трудятся и в ночную смену. Все подземные работы у нас уже выполнены. С электрикой у нас выполнены на трошер, на светильнике. С канализацией у нас, с бытовой канализацией и с ливневкой у нас весь процесс уже закончен на всей территории. Там у нас работников где-то 60-70 человек у нас, и брусчатчики, и бордюрщики, которые устанавливают бордюрный камень и укладывают брусчатку, где-то под 60 человек. Единиц техники у нас где-то 20 единиц техники, там 5 малых погрузчиков, 2 экскаватора и 10 КАМАЗов. Здесь будут искусственные водоемы, на этой площадке здесь 4 водоема, общие на 7 гектаров, здесь 12 искусственных водоемов. Они будут, вблизи 4 угла, окраин от Зязикового проспекта будут по 4 водоема и в том месте и здесь. Искусственные пруды, электросберегающее освещение и круглосуточное онлайн-видеонаблюдение. Проект под названием «Шелковый путь» продуман до мелочей. Даже укладке брусчатки отведено большое внимание. Узоры на тротуаре будут национального стиля. Этот сквер будет уникальным и по дизайну, и по масштабу строительства. Уже сейчас, еще на стадии возведения, можно разглядеть постепенно появляющиеся контуры древнего ингушского орнамента, которые являются своего рода летописью истории и культуры нашего народа. А при благоустройстве парка будут использованы современные технологии. Говоря о современных технологиях, парк будет иметь необычные элементы. Помимо традиционных клубов, водоемов, кафе, здесь установят инновационные объекты. Например, лавочки с подогревом в зимнее время. К ним также подключаются и другие интересные функции. Раздача Wi-Fi и возможность заряжать мобильные телефоны. Сейчас устройством сетей у нас занимается Ростелеком. Вот именно видеонаблюдением и сети Wi-Fi прокладывает Ростелеком. Остальные работы по благоустройству ведутся подрядной организацией «Прогресс». У нас здесь будет озеленение, будут искусственные водоемы, покрытия пешеходные. Также здесь будут малые формы, урны, скамейки современные. Здесь могут отдохнуть не только взрослые, но и дети. Кстати, для них отведена отдельная площадка для развлекательных игр. Парк станет очередным достоянием города для всех туристов мира. Поэтому автор задумки Хадижа Гойгова основательно подошла к проекту. Успешно защитила его на конкурсе «Малые города и исторические поселения» в номинации «Малый город» с численностью 10 тысяч человек. Как победителю конкурса нам выделен грант в размере 30 миллионов рублей. Общая стоимость этого проекта благоустройства 85 миллионов. Остальные деньги являются внебюджетными и муниципальными деньгами. Под территорию проекта отведено 7 гектаров земли. Зона отдыха расположена рядом с городской площадью Алания, и место выбрано не случайно. Здесь находится главная достопримечательность Магаса – 100-метровая башня Согласия. И оттуда со смотровой площадки вся эта красота будет как на ладони. Озеленению города также уделили особое внимание. Здесь планируют посадить не только деревья, но и различные декоративные растения, что немаловажно для комфортного отдыха. Работы завершены на 65%. Осталось только закончить укладку, обустроить парк декоративными изделиями, и уже совсем скоро по этим тротуарам будут гулять первые жители нашего региона.